находимся в музее Валиуллая Якупова. Этот музей не случайно находится в мечети Апанаева, так как имамом этой мечети после советского времени был Валиуллай Якупов. Он же организовал реконструкцию этой мечети и привел в такое первозданное состояние. Валиуллай Якупов родился в Башкирии, обычной советской семье. С детства как-то увлекся мусульманскими или народными сказками, где вот и джинны, и ангелы, и все как такое. И он сюда поступил в Казань, химико-технологический университет, пошел по комсомольской линии, таким был настоящим коммунистом, по сути. Очень хорошее образование получил, но в студенческие годы он увлекся национальной культурой, историей татар, и ему все было интересно, такое духовное, что-то эзотерическое, да? И он как раз начал ходить, общаться с пожилыми людьми, начал в эту мечеть Марджани ходить, и он полностью увлекся этой духовной стезей. Начал участвовать в различных мероприятиях, связанных с духовной сферой. А это был конец 80-е годы, как раз 90-е, когда только-только все это началось возрождаться. И он полностью ушел в такую национальную сферу. Стал одним из активных членов национальной организации «Азатлык» и другие. Ушел в такую религиозную и национальную сферу. И здесь же он организовал иман, такое общество иман, ребята, которые собираются и работают во благо развития ислама в нашем народе. И они начали проводить первые мероприятия с привлечением религиозных деятелей. Он же организовал издательство при этой своей организации и назвал также иман. И начал печатать огромное количество духовной литературы. Переводили старые книги и арабские книги. И эти книги были очень такие доступного содержания, простые листы, такие желтые бумаги. Смотрите, допустим, книга такая, хорошая книга, связанная с переводом Корана. А бумага такая желтая, простая, и цена очень доступная была, и люди пачками покупали по всей России, миллионными тиражами уходили книги религиозной литературы. А тот период, 90-е годы, там вообще не было никакой литературы. В советское время вообще не выпускалось, вы знаете. И люди прям жадно все это покупали, изучали. И таким образом он сыграл огромную роль в развитии религиозных знаний, просвещения. Более того, он стал имамом здесь и начал реконструкцию этой мечети. И далее он понимал, что нужны религиозные кадры, которые будут работать в развитии ислама. Он открыл мадресе Мухаммадия и организовал учебную религиозную деятельность. И первые выпускники Мухаммадия и вторые, они были самыми такими сильными выпусками, они стали сразу работать имамами мечети. Основные имамы в Казани, они как раз первый, второй выпуск, допустим, Махмуд Шарафуддинов, допустим, Алмаз Мухлисов и другие, они, Ильфар Хазрат, они все выпускники этого мадресе. Он там где-то 3-4 года работал и ушел заместителем муфтия Татарстана. На тот период духовное управление мусульман Татарстана было очень слабой организацией. Она там один муфтий был Абдулла Хазрат только. И он как раз, у него была идея, чтобы ислам нормально развивалось в Татарстане, необходимо создать такую централизованную хорошую организацию, работоспособную. И как раз он способствовал тому, чтобы произошел в 1997 году объединительный съезд духовных управлений мусульман Татарстана. Их было 3 на тот период, стал один. И стал он заместителем муфтия, то есть муфтий был Усман Хазрат, он был его заместителем. И они вдвоем очень много способствовали развитию ислама в Татарстане. Много были на тот период открыты мечети, мадресе, и он сыграл прям такую огромную роль, даже больше, чем Усман Хазрат, сыграл огромную роль в развитии ислама. В этом музее мы видим его одежду, его личные вещи, печатные машины, награды. Личной жизни у него как-то не сложилось, у Валиуллая Хазрата. Он только последние годы был женат. То есть он был женат, но не получилось у него как-то семейной жизни. Он полностью ушел в просветительскую деятельность, был очень сильным журналистом, выпускал несколько газет. Самое известное это «Вера», «Иман». Более того, он более 10 сайтов вел параллельно. У него была большая команда, которая работала на эту организацию, и они способствовали просвещению населения. И последние
10 лет он понимал, что в Татарстане очень много сект, которые очень мешают развитию нормального ислама. И он начал выпускать специальную литературу, которая говорила, что вот есть секты, которые необходимо с ними вот бороться. Вот здесь есть, допустим, одна книга, которая нетрадиционное течение, и другие. Вот, также он и написал кандидатскую диссертацию, вот, издал, и другие, вот очень много, более 30 книг он написал и издал. И самая большая роль у него была в последний момент, это вот в борьбе с нетрадиционными течениями, с ваххабизмом и с другими турецкими сектами. И власти не понимали, он сколько бы ни писал, не понимали. И вот, наконец, естественно, его не любили за эту ваххабистическую пропаганду или там показывание того, что есть на самом деле. Он раскрывал традиционный ислам, показывал все эти ценности, а вот то, что были секты, он их тоже описывал и говорил властям, чтобы их как бы убирать с поля зрения, тем более с мечети таких деятелей, которые были приверженцы различных сект. Естественно, за это его не любили, и вот в 2012 году его застрелили за эту такую деятельность, и он ушел таким, ну, получается, мучеником за веру, как бы он полностью работал за веру и вот ушел тоже так же. И после этого уже власти прям жестко приняли за борьбу за этими всеми сектами. И в мечетях Татарстана вы не увидите представителей среди духовенства, приверженцев каких-то сект, течений, всех их вычистили. То есть остались только те люди, которые приверженцы традиционного ислама, понимания этого. И многие потом уже поменялись, взгляды поменяли, и как бы, ну, потому что истина стала уже явной. Вот, поэтому после его смерти, в общем, как бы была плачевная в Татарстане ситуация. И здесь вот как раз в мечети организован музей, мы видим его все предметы, личные вещи.